Уруй Айхал. Добро пожаловать. Этими словами встречали первый секретарь Якутского обкома партии Черяев, представители общественности Якутска, творческой интеллигенции республики, дорогих гостей, участников Дней русской литературы и искусства. Сергей Михалков, герой социалистического труда, лауреат Ленинской и государственных премий, образно выразил сущность встречи. «Земля тайги, озер и рек, мне дорога твоя свобода. Хотя я русский человек, я брат якутского народа». В первый день праздника цветы к подножию памятника Ленину. Никакие залы не могли вместить всех, кто хотел бы встретиться с актерами, писателями, художниками, композиторами. И праздник заполонил стадион «Спартак». 20 тысяч зрителей, 1000 участников большого представления. И каждому гостю чарон с кумысом, традиционное приветствие якутов, и танец с чароном, как пожелание счастья и здоровья, как память о вечном народном искусстве. Нельзя стать большим художником, не обратившись к глубинным народным истокам, не соединив традиции своего народа с современностью. На торжественном заседании в Русском драматическом театре о достижениях трудящихся республики рассказал первый секретарь обкома Черяев. Сергей Михалков говорил о высокой зрелости якутской литературы, о том, как высоко были оценены ее успехи на недавнем пленуме Союза писателей Российской Федерации. Состоялся большой литературный вечер, на котором выступили известные российские писатели Закин Урий, Давид Кугультинов, Семен Шуртаков, Сергей Смирнов, Олег Шестинский, Антонина Коптяева, Виктор Тельпугов. К великой радости якутских ребят в пионерском лагере состоялась встреча с автором дяди Степы, веселых стихов и песен, радующих уже не одно поколение юных читателей. Книжная выставка в библиотеке имени Пушкина. Произведения русских писателей, мировая классика на якутском языке. Гости садят парк дружбы. Они уедут, участники Дней литературы и искусства, но их деревца останутся здесь навек, и навек останется в сердцах жителей Северной Республики доброе тепло встреч с большим искусством. А праздник уже вышел за пределы столицы. В селе Актемцы песней встречают гостей. Когда на душе у якута радость, он поет. Киноактрисе Ларисе Лужиной подарили серебряные сережки, работу местных мастеров. Татьяне Конюховой сережки тоже к лицу.
Зинаида Кириенко уже бывала в Якутии. Она говорит, счастлива, что снова увидела необыкновенное северное лето, ласковое и солнечное. Выставка художников России. Пейзажи чистые и мягкие, точно окна, распахнутые в ее просторы. А в мастерских художников оживленный разговор о якутской живописи и графике, о тесной связи художника с жизнью своего народа. Нет ли лишнего билетика? Так было каждый день. Сегодня с творческим отчетом выступает Ольга Воронец. Мастера пантомимы Кирюшкины. Танец с балалайками исполняет балетная группа Омского народного хора. Омский хор и эстрадный коллектив на воронежских просторах, известные киноактеры, певцы Лев Барашков и Галина Нинашева, конферансье Олег Милявский и даже пани Моника из кабачка «13 стульев». Восторг зрителей, радость узнавания, стихи, песни, торжественные слова и слова прощания. Ты слышишь, Якутия? Слышишь, сестра, тебе дарит песни и танцы Россия. В единой семье все народы красивы, как ясные зори в преддверии утра.